На телеканале Якутия-24 программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Профилактика завоза коронавирусной инфекции. Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. По следам Кулаковского экспедиция в составе 7 человек посетила село Сибянь-Кёльн. Группа снимает документалку о жизни КМНС. Полис «Защита дома». Якутяне могут застраховать жилье от паводков и пожаров. Куда обратиться? Цифры и факты. Северо-восточное линейное управление МВД на транспорте подвело итоги работы за первый квартал. Каковы данные? Настольные игры. Насколько они популярны в Якутии? Если да, то о каких идет речь? Народный праздник. Национальный день коневода табунщика отметили жители Ленского района. Россия ограничивает авиасообщение с Турцией для профилактики завоза коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ограничения будут действовать с 15 апреля до 1 июня. Сообщение с Турцией будет производиться регулярными рейсами между Москвой и Стамбулом на взаимной основе. Кроме того, можно будет вывозить туристов, которые уже находятся в Турции, и выполнять рейсы, необходимые для строительства атомной электростанции. Кроме того, приостанавливаются перелеты с Танзанией. Авиасообщения будут возобновлены в том случае, если ситуация с коронавирусом стабилизируется, отметила Татьяна Голикова. Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и, приняв решение, вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем. Второе. Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты. Что касается туроператоров, то мы дали поручение Ростуризму совместно с заинтересованными коллегами внести пакет мер по поддержке туристической отрасли, который поможет им исполнить свои обязательства перед туристами, и мы в самые сжатые сроки ждем соответствующих предложений. По информации оперативного штаба, за сутки по Якутии выявлено 28 новых случаев заражения COVID-19, из них в столице 17. Продолжается в Якутии и массовая вакцинация населения. На сегодня в регион всего поступило 110 812 доз вакцины. Первый компонент получили 79 818 человек, вторую – 53 589 граждан. Таким образом, использовано более 72% от поступившей в республику объемов вакцины. Порядка 3000 жителей Алданского района также смогут получить прививки против COVID-19. Тем временем в районе отмечается ухудшение ситуации. В настоящее время с заражением коронавирусом в стационаре находится более 20 человек, рассказывает Татьяна Вахнина. Вакцинация против COVID-19 в Алданском районе продолжается. Напомним, на прошлой неделе поступила очередная партия вакцины Гамковид-Вак в количестве 500 доз. На прививки алданцы идут активно, желающих защититься от инфекции по-прежнему много. Первый компонент препарата уже освоен. На вторую инъекцию прививочного цикла гражданам надлежит прийти спустя 21 день. 500 доз мы уже освоили, получили еще 1800 доз гамковид, и уже тоже осваиваем этот объем, и обещают нам до конца месяца, как я понимаю, поставку 1200 доз эпивака. Активно прививаются лица старше 65, что радует. В последние месяцы в Алданском районе эпидемиологическая обстановка характеризовалась стабильно положительными тенденциями. По сравнению с зимним периодом заболеваемость снизилась. Между тем, коварный вирус не отступил.
21 человек в инфекционном отделении, одна пациентка в тяжелом состоянии, и получается 97 человек находятся под медицинским наблюдением. Пошел у нас рост, заметный рост, и то есть в основном как раз болеют пожилые люди, которые, ну, как правило, не хотят соблюдать меры социального дистанцирования, ношения масок и так далее. Ситуацию может осложнить сезонный рост ОРВИ. Специалисты отмечают рост простудных заболеваний. Таким образом, возрастает риск перекрестной инфекции. Сезонный подъем ОРВИ у нас с прошлой недели пошел рост. Связано это в основном с тем, что дети вышли с каникул. Рост идет с 3 до 14 лет дети болеют, и также среди взрослых старше 15 лет и далее. То есть у нас практически в 2 раза выросла заболеваемость ОРВИ. Эпидемиологи и врачи напоминают о соблюдении мер безопасности. Недопущение распространения инфекции во многом зависит от самосознания каждого. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Переходим к другим новостям. Получатели выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно могут вновь подать заявление на перерасчет в течение этого года. Сделать это можно на федеральном портале госуслуг. Семьи, которым уже назначили выплату на 1 год, имеют возможность получать ее в новом размере после 1 апреля, после выплатного периода. Органы соцзащиты проверят сведения о доходах и имуществе, рассчитают необходимый размер выплаты и сделают перерасчет с начала года. Жители республики могут застраховать жилье от стихийных бедствий. Страховой полис «Защита дома» доступен во всех отделениях Почты России. Договор страховой защиты вступает в силу через 15 календарных дней после приобретения. Отмечается, что стоимость полиса составляет от 800 рублей, размер максимальной выплаты – 1 миллион. Чтобы приобрести полис, достаточно указать имя и телефон, при этом осмотр объекта не требуется. Получить консультацию по выбору варианта страхового полиса можно в любом отделении Почты России. О подготовке Якутии к пропуску паводковых вод речь шла на совещании с федеральным центром. Исполняющий обязанности первого зампреда правительства Дмитрий Садовников сказал, что данная работа идет в усиленном режиме. На сегодня подготовлен запас 30 тонн взрывчатки, составлен план совместных мероприятий по обследованию гидротехнических сооружений и объектов, представляющих экологическую опасность. На сегодня таких проверок проведено 8 из 19. Также, по словам Дмитрия Садовникова, на сегодня все руководители органов местного самоуправления ознакомлены с примерной моделью развития событий прохождения паводковых вод в этом году. В ходе выполнения мероприятий первого этапа команды штабных учений проведена проверка готовности сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период и пожароопасный сезон. Задача первого этапа тренировки выполняется. Всего в ходе выполнения мероприятий первый этап команды штабных учений Республики Саха-Якутия привлечены более 2000 человек, порядка 500 единиц техники. Мероприятие на второй этап команды штабных учений спланировано. Органы управления силы Якутской территориальной подсистемы РСЧС к участию на втором этапе команды штабных учений готовы. Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте подвело итоги деятельности за первый квартал текущего года. По данным, процент общей раскрываемости преступлений увеличился и составил 97%, что является одним из высоких по Дальнему Востоку. На 50% возросло выявление преступлений, связанных с присвоением или растратой, и на 12% в сфере грузовых перевозок. По линии экономической безопасности и противодействия коррупции по итогам первого квартала наблюдается рост показателей на 7%. Кроме того, отмечена положительная динамика и высокие показатели в работе подчиненных подразделений с небольшой штатной численностью. К данным подразделениям относятся Черский, Ленский линейные пункты полиции и пункт в поселке Белая гора. Сотрудниками Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте в течение первого квартала 2021 года пресечено и поставлено на учет 34 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, рост на 13%. Из них 24 наркопреступления совершены в крупном и особо крупном размерах и 26 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотических средств. Раскрываемость преступлений по данному направлению деятельности составила 100%. На объектах обслуживаемого транспортного комплекса в 7 раз увеличилось количество поставленных на учет преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
совершенных лицами в составе организованных преступных сообществ. Председатель правительства республики Андрей Тарасенко посетил Нерюнгринский район. Он ознакомился с ходом реконструкции местного аэропорта, осмотрел варианты размещения 9-й школы в Чульмане и провел ряд совещаний. Репортаж Екатерины Павловой. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Нерюнгри предусматривал работы сроком свыше 1,5 лет и, соответственно, введение ограничений на прием воздушных судов 1-2 класса. Учитывая тот факт, что в этом году в республике ведутся работы в 7 аэропортах, включая Якутск и Алекминск, по согласованию с федеральным Минтрансом было принято решение ускорить работы по взлетно-посадочной полосе Нерюнгри за счет привлечения дополнительной техники и рабочих. Таким образом, в аэропорту Нерюнгри устройство аэродромных сооружений пройдет в период с июля по октябрь 2021 года. Накопительную систему сделали и закупили оборудование, которое, поверьте, я такое оборудование в Москве видел только вот при строительстве Шереметьево, потому что это супер последняя технология, и если в Нерюнгри такая технология есть, то, поверьте, я думаю, мы двинулись на шаг очень высоко и быстро. В поселке Чульман председатель правительства встретился с общественностью. Андрей Тарасенко сообщил, что принято положительное решение о строительстве школы номер 9. И кроме этого, школа в поселке Авиаторов закрыта не будет. Всех я вызвал, сказал, школу сохранить. Да, объединили директора, согласен, сэкономили на зарплате там одного директора, но на этом заканчиваем, говорю. Школа должна жить. В течение дня прошло несколько совещаний, в том числе по вопросу ремонта дорог. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко поделился планами не только о добыче угля на территории Нерюнгринского района, но и его переработке, и узнал мнение глав поселений по этому вопросу. Создавать систему промышленности, создавать так, чтобы этот весь кластер работал внутри. Сегодня надо с начального этапа обсуждать, то есть весь проект, который начинается и ведется, он должен быть обсуждаться с людьми, с экологами, с общественностью. В завершении визита в район председатель правительства встретился со студентами технического института филиала СВФУ. Студенты поделились своими проблемами, в частности, рассказали о трудностях нахождения себе места для практики и переживаниях о предстоящем трудоустройстве, когда работодатели предъявляют требования опыта работы. Эти вопросы должны быть проработаны. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Генофонд всех видов рыб для дальнейшего зарыбления рек планирует создать. В республике подготовлен бизнес-план по строительству нового корпуса завода в Мирнинском районе. В настоящее время он проходит согласование в Минэкологии. Строительство автономного корпуса Чернышевского рыбоводного завода планируется на основе систем замкнутого водообеспечения в закрытых помещениях для искусственного воспроизводства и открытой части водоема для всех видов рыб. Завод будет основным по сохранению и воспроизводству пресноводных биоресурсов Якутии. В Ленске в этом году выпал большой объем снежных осадков. Многим учреждениям приходится прибегать к специальной технике. Так сделали и в реабилитационном центре. Территорию объекта замело снегом, а убрать оказалось некому. Какие приняты были меры? Сюжет из Ленска. Солнечный день. Техника предприятия «Газпром-Трансгаз Томск» вышла на уборку территории реабилитационного центра от снега. Большие горы уже утрамбованного снега начали бурно таять, и вода полилась в подвальные помещения. Вот за короткое время получилось организоваться. Запланировали, прибыли порядка 20 человек, будет задействовано в этом мероприятии, и 3 единицы техники. Вот на следующий год планируем это мероприятие провести немного ранее, чтобы не дожидаться паводкового периода. Вооружившись лопатами, на помощь технике вышли и работники предприятия. Надо сказать, что прибыли они в довольно большом составе. Благодаря этому работа шла быстрыми темпами. Помощникам было поручено убирать снег в труднодоступных местах. За 2 часа работы была убрана вся территория центра. Вывезено более 20 машин снега. Реабилитационный центр у предприятия находится под шестом, поэтому помощь оказывается им постоянная. Дарит подарки на 1 сентября, канцтовары, на Новый год сладкие подарки семьям, оставшимся в трудной жизненной ситуации. Хочется выразить благодарность, так как у нас здание новое,
А «Газпромтом» сделал на гараже кровлю. По словам Дениса Махтахова, помогать своим подопечным они будут и дальше. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Документальный фильм о жизни коренных малочисленных народов Севера готовит группа якутских энтузиастов. Так, в рамках проекта под названием «По следам Кулаковского» экспедиция в составе 7 человек посетила село Себян-Кёль в Кобяйском районе и пробыла там около 2 недель. Какие кадры им удалось заполучить по этому проекту, каковы дальнейшие планы группы, в материале Саргаланы Неустроевой. Якутия стремительно становится центром внутреннего экстремального туризма. Многих привлекают сильные морозы, самобытная культура и быт малочисленных народов. Однако, по словам руководителя проекта «По следам Кулаковского», очень важно зафиксировать и популяризировать эти особенности именно в сфере масс-медиа. В сегодняшнее время главное это не только тексты, но и сбор медиа данных. Поэтому с этих соображений мы начали сбор материалов не только по текстовой работе, но и в видеоформате. Так у нас зародилась идея и документальных передач, и документального фильма. А показать действительно есть что. И если поездками на оленей упряжке сейчас уже никого не удивишь, то бесконечные просторы нетронутой северной природы точно привлекут внимание зрителя. Главной особенностью Себян-Кёля участники экспедиции считают его жителей. По их словам, это искренне, открытые и необыкновенные люди. История каждого из них может многому научить. Они сохранили свой родной язык, свою культуру. Я познакомился там с удивительными людьми, особенно это бабушки, дедушки. Я бы хотел поделиться такой красотой. Там вообще удивительные места. Там воздух очень чистый. И вот секрет, я вот всегда спрашивал, в чем секрет вашего долголетия? Они всегда отвечали в нашей воде, в нашем воздухе, да, вот, в наших травах, в нашей еде. Они все свое едят, все свежее. Пока это первая экспедиция, проведенная в рамках проекта, однако его создатели надеются на помощь и поддержку остальных районов республики. И, возможно, в дальнейшем по пути Кулаковского можно будет превратить в целый цикл документальных передач. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Мемориал Героя Советского Союза Федора Охлопкова в Твери традиционно собрал сильнейших масс-рестлеров из 6 регионов страны. Почетными гостями турнира стала делегация Тамбонского района, родины прославленного якутского снайпера, во главе с его внуком Николаем Охлопковым. На турнире были разыграны именные путевки на главный форум сезона чемпионат России в Ульяновске. Сборная Якутии подтвердила свое лидерство в 5 весовых категориях. Победителем абсолютного первенства среди мужчин стал Роман Калинин из Тверской области, а лучшей среди женщин стала Алина Турчина из Якутии. Очередной квалификационный старт атлетов масс-рестлинга состоится 23 апреля в столице Ставропольского края на Кубке Кавказа. Сборная республики Саха-Якутия, почти большинство получили путевки на чемпионат России. Так, на тяжелых весовых категориях Погорельцев Михаил занял первое место из Калужской области. И Роман Калинин, 125 килограммов, тоже получил путевку. Сегодня отмечается день рождения настольной игры под названием Scrabble, самой популярной игры в слова, созданной еще в 1938 году. Сегодня статистика говорит о том, что популярность настольных игр падает. Это связано с появлением гаджетов и компьютерных игр. Поэтому особенно важно развивать и популяризировать национальные настольные игры среди детей, так как они могут развивать игроков в разных направлениях. Сюжет нашего корреспондента Алексея Лукьяненко.
Хабылык и Хамыска национальные якутские игры развивают ловкость рук, мелкую моторику, благодаря чему дошкольники быстрее владевают навыками счета и подготавливают руку к письму. С 2017 года обе игры включены в программу игр Манчары. И, как утверждают юные игроки, для них настольные игры гораздо интереснее и полезнее, чем компьютерные конкуренты. Сидеть за компьютером, портить свое зрение, проводить, в доме, в 4 стенах. Что в этом хорошего? В какой-то компании, друзей или семьи мне нравится больше играть игры вживую. А когда я одна, мне, например, стало скучно, я могу сыграть когда-нибудь в телефонную игру. Мне это интересно. Мне больше нравится играть в настольные игры, потому что мне нравится сам процесс. Хабылык 30 штук, дается спортсмену 2 минуты, и он должен кисть руки держать на 10 сантиметров выше от уровня стола, подбрасываем, ловим тыльной стороной все хабылык и, подбрасывая, должны поймать только одну. И хамыска, да? Первый, постукивая, должен брать по одному, второе по 2, третье 3-1, четвертое поставить 4, потом поймать, пятое, постукивая, взять все, и шестой подловить тыльной, подбросить и поймать. Старинные якутские настольные игры постепенно становятся национальным достоянием России, ведь это досуг не только интересный, но и крайне полезный. Для развития мелкой моторики для детей, для реабилитации пожилых, для реабилитации выздоравливающих людей. Да? Узбек из Бичинчи завоевали для своей команды главный приз 100 тысяч рублей. Второе место – это 70 тысяч рублей заслуженно получили натуринцы, а бронза и 50 тысяч рублей достались батамайцам. Хозяева праздника выставили 3 команды, тренировались усиленно, но удача была не на их стороне. Тут у нас очень сильные команды. Это, во-первых, чамчинская команда, наша Сартанахаринского наслега, и батамайские, тоже очень подготовленные ребята. Они каждый год участвуют в районных мероприятиях, на конных скачках. Но Артанахаринский наслег показал высокий уровень в организации такого районного праздника. Концертная программа радовала номерами участников и зрителей. Работали торговые палатки, можно было приобрести даже изделия из конского волоса. И не только. На аукционе разыграли молодого жеребца. Именно день коневода-табунщика стал брендом Чимчи. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте всегда в курсе.